Жильцы дома по улице Менделеева-Сунжи к наступлению холодов явно не готовы, а вернее сам многоквартирный дом не готов. Газа в квартирах нет, а значит нет и тепла. Коммуникацию по квартирам проложили, вот видны трубы снаружи дома, но само топливо по ним еще не пустили. Малика Хамхоева в новую квартиру переехала в конце мая. Семья такой возможности не могла нарадоваться. Вот только с наступлением холодов причин для радости стало намного меньше. Двухкомнатная квартира отапливается лишь одним электрокамином. И обогреватель, да, чего ухче. Еще алайр, да, челчи выбивать, то счетчик щит поддерживать, да, ячейник, да, чего лишат, хиду, дишат, ждаждок. Температуру щили, сопростить, я и канц в данный момент. Пледышты дех, щеко юрахты были, обушбок, хамаш дех, аж хамаш садиша, да, тхот и хамаш сад. Не снимать дома верхнюю одежду в семье Хамхоевых уже привыкли, как и к тому, что готовить еду приходится также на электропечи. Если в теплое время с этим было не так много хлопот, то с наступлением холодов жизнь без тепла стала просто невыносима. Я плитки куда чек, жир камин хаяк, ердачол ох, цама болбац. Я хамеча ердачол ох, ерялч камин дачол ох, цадуати. Эхким да диагадертхо, халдали да садетш. Ханс, шеленик, ханс береж, замик бережды. В этом доме живут только 4 семьи. Все они получили свои квартиры в рамках госпрограммы по ликвидации аварийного жилья. Старый дом по улице Демченко признали аварийным еще в 2015 году, а жители решили переселить в другой. В декабре 2017 в результате небольшого землетрясения состояние дома ухудшилось еще больше. Тогда трещины на потолках жители заполняли всем, что под руку попадется. Этой весной новые квартиры жители все-таки получили, но скоро столкнулись с другой проблемой – холодом. Новоселы без газа живут уже почти 5 месяцев. Хозяева этой квартиры даже открыли дверь на балкон, потому что на улице теплее. Ну а что же делать, когда наступят холода? На этот вопрос пока ответа нет. Ответа на этот вопрос помимо Хамхоевых ждут также еще 3 семьи. На улице, когда солнышко, на улице теплее, чем дома. Да береж, щело. Вот проблема наша такая. Я вижу, у вас маленький ребенок, не болеет потом? Да, болеет, приходится как-то справлять. Даже вон голову утепляем, ноги, несколько пар носков одеваем. 12 человек переехали в новые квартиры в конце мая. Тогда власти обещали решить вопрос с газом в течение недели, но процесс оказался более затяжным. И тогда уже жители обратились к Народному фронту. Оттуда приехали с проверкой и обещали помочь. Ну, мы будем добиваться, чтобы тепло в дома поступило как можно скорее. На первый взгляд может показаться, что дело не требует много времени и сил для решения. Газопровод проложен, чего стоит пустить по нему газ. На деле же все оказалось намного сложнее. Как заявляет в местной администрации, у подрядчика нет всех необходимых документов для ввода в эксплуатацию многоквартирного дома. Отсюда его нельзя принять на баланс. Учитывая, что у застройщика нету полного пакета документов на ввод его в эксплуатацию, отвода земельного участка, ну и там ряд других вопросов, пока временно это разрешение ему не выдается. Застройщик сейчас занимается оформлением этих документов. Как только он представит весь необходимый в соответствии с действующим законодательством пакет документов, разрешение будет выдано в кратчайшие сроки. По тому же принципу обещают пустить газ по квартирам и представители «Газпрома», а после уже необходимо заключить договоры на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования, а также на поставку топлива. Во-первых, необходимо, чтобы подрядчик произвел пусконаладочные работы, составил на все эти работы документации, согласовал нашим центральным офисом «Газпромгазораспределения». В соответствии с этими документацией уже оттуда пройдет на распоряжение на врезку вот, многоэтажного жилого дома. Если это поступит, сколько дней вам надо, чтобы... Для нас это не составляет труда после распоряжения. Эту проблему должны решить местная власть, «Газпром» и подрядчик, а в конечном итоге страдают
простые жители, в том числе и дети, которые вынуждены жить в неотапливаемых квартирах. Нам удалось пообщаться с представителем застройщика. По его словам, они в тот же день обратились в Сунжское отделение «Газпрома» и ждут их с проверкой на объекте. И если стороны смогут договориться в ближайшее время, в квартиры тепло все же придет. Муслим Ганиев, Магомед Белакиев, Новости 24.